Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре у нас без малого уже 18 ноября, пятница. Долгожданная, да? Да. Особенно ее ждал Паша. Конечно, я всегда. Тянулась неделя, вот и наконец закончилась. Я думаю, я не один такой, нас много, поэтому все, кто дождался, поздравляю вас с этим событием. Но день сегодняшний нужно еще отстоять, как говорится, отработать, прожить, и уже потом приступить, конечно же, к долгожданным выходным. Ну и вот что ожидает нас сегодня. На этой неделе указом президента России Владимира Путина Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Что дает этот статус нашей столице? Поговорим об этом с гостем Андреем Высоких. С 11 по 27 ноября в онлайн-формате на портале экодиктант.рус и на офлайн-площадках в регионах пройдет всероссийский экологический диктант. О нем также поговорим с гостем. Книги, как известно, хранятся в библиотеке, документы в архиве. А где же хранятся старые видеозаписи? На этот вопрос знает ответ наш коллега Руслан Ачиров. Он, собственно, и расскажет об этом. Ну и в плавательном бассейне Челбон прошел открытый республиканский турнир по плаванию памяти тренера Усова. Ну вот посмотрим на соревнования, понаблюдаем за спортсменами. Ну а далее давайте знакомиться с событиями, которые произошли, пока мы все с вами спали. Чудное явление зарегистрировали в Хангаласском районе. Там заметили водопад, который не замерз при минус 30. Журчащий водопад, а точнее подземные воды, заметили между селами Булгунюхтах и Тайонары. А в Великом Устюге подсчитали, сколько посланий получил Дед Мороз с момента открытия почты по 1 ноября. Это 4 миллиона 331 тысяча 598 писем. Часто их пишут из школ и детских садов. Дед Мороза поздравляют с днем рождения и с наступающим Новым годом. И приглашают в гости. Среди отправителей это не только дети. В вотчине рассказали, что треть посланий приходит от взрослых. Активнее всего отправляют письмо Деду Морозу из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана. Удивительно, почему нет Якутии в этом Потому списке. что у нас Чингисхан. Мы ему письма шлем. На самом деле сегодня у Деда Мороза день рождения, 18 ноября. Да. Интересно, у Деда Мороза тоже есть гороскоп? Гороскоп? Возможно, есть. А я хочу заметить, что, Кать, ты, получается, без 2 дней Дед Мороз. Да, почти Дед Мороз. Разминулись. А Дед Мороз почти Скорпион. Он почти Скорпион, да. Ну почему почти? Он полноценно Скорпион. Это если у него есть знак зодиака. Я думаю, все-таки есть, несмотря на то, что он все-таки персонаж такой достаточно мифический, волшебный. Но мы знаем, что он существует. Он существует, конечно. Я каждый год письма пишу. В такой мороз, что сейчас... Ты же пишешь Чингисхану. Я обоим, чтоб наверняка. Ну, а сейчас поговорим о погоде, узнаем, насколько сегодня холодно или, может быть, потеплело все-таки уже. Итак, сегодня, по данным Гидромедцентра, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 23-28 градусов. В Заречной группе от 24 до 42. В южных от 6 до 12. В Вилюйской группе 20-25. В Нижнеленских до 24 градусов мороза. В западных от 7 до 26. В Колымо-Индигирской группе 22-38. В Янских 36-42 градуса. На северо-западе от 23 до 39. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила минус 27 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный до 3-8 метров в секунду. А температура воздуха днем в столице составит 21-23 градуса. Хотела сказать тепла, но для нас это тепло. Ну, да, зная, как мы относимся Уже тепло. к температурам, можно сегодня и шорты надеть, наверное.
Вот. Но вообще в этот день, в 1842 году, то есть 180 лет назад, император Николай I издал указ о построении первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Он должен был соединить Васильевский остров с английской набережной. Автором проекта стал инженер Станислав Кербец, придумавший использовать при строительстве арочные конструкции из чугуна. О других интересных датах и событиях расскажем далее. На календаре 18 ноября. Сегодня отмечают день рождения Деда Мороза. По народному календарю – День Ионы. На Руси в этот день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Этот день в истории. 1699 год. Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты изо всяких вольных людей. 1775 год. Издан манифест о новом областном делении России. Империя разделилась на 50 губерний. 1842 год. Издан указ о построении первого постоянного моста через Неву Благовещенского. 1870 год. Первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж. 1885 год. В Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла. В этот день родились 1920-2006 годы. Константин Бесков, советский футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР. 1927-2015 годы. Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, народный артист СССР. В 1944 году родился Вольфган Йоп, немецкий модельер, основатель марки Job. Именины сегодня у Галактиона, Гаврила, Памфила, Тихона, Григория, Тимофея. Но на этой неделе указом президента России Владимира Путина Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам, которые внесли своим трудовым героизмом и самоотверженностью неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. И наш Якутск, безусловно, заслуживает этого признания, звания. Мы гордимся, что в Якутии теперь 2 города трудовой доблести. Это Алдан, напомним, и теперь наш Якутск. Ну и подробнее о присвоении звания поговорим с гостем, председателем Общественной палаты города Якутска Андрей Анатольевич Высоких. Андрей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Нет, вы маленечко ошиблись. Я уже не председатель Общественной палаты. Наш срок закончился, но тем не менее мы этим занимались. В первую очередь я хочу поздравить всех горожан с этим действительно высоким званием, которое мы вот 2 года назад готовили. И была очень интересная работа. И то, что мы собрали документы, архивных данных очень много. И наша работа не была напрасна, будем это так говорить. И мы подали эту специальную комиссию. И, в общем-то, мы очень надеялись, что уже в 2020 году нам дадут присвоить это звание. Но вот, слава богу, сделалось это сейчас. Так что, на самом деле, еще раз всех поздравляю, горожан, и особенно наших вот старших поколений, ветеранов труда и тыла. Собственно, кто это звание фактически и заработал. А вообще, что этот статус нашей столицы дает теперь? Ну, на самом деле, мы как-то не думали о том, что у нас будет какой-то привилегия или что-то. Единственное, что я точно знаю, что на 9 мая у нас будет салют уже не, будем так, не на муниципальном уровне, а на федеральном. То есть все города, у кого есть это звание, они вот имеют право салютовать. Уже, ну, наверное, это будем так говорить, на федеральные деньги, эти салюты. Ну вот вопрос, будет ли что-то, вот какое-то, может, мероприятие в честь этого события проведено? Да, к сожалению. Ну, то есть это уже сегодня 3-й день после того, как мы узнали об этой замечательной новости. И во всяком случае, я не слышу в нашем пространстве о том, что что-то готовится. Я думаю, что муниципалитету надо в срочном порядке, вот буквально в течение 10 дней, на мой взгляд, провести хорошее мероприятие, например, в том же клубе Гагарина, пригласить всех наших вот этих вот героев, да, ветеранов труда и тыла, их не так много осталось, собрать их, сделать им какой-то концерт, ну просто из зала, то есть поблагодарить их за ту работу, которую они делали, самоотверженный этот труд. Может быть, даже пригласить Светлану Владимировну, которая была, в общем-то, делала большую работу в тот момент, когда мы готовили все документы. То есть это был бы праздник, на самом деле, и для вот ветеранов труда и тыла, для горожан. И в конце концов, действительно, это событие. Я вот как-то начал
вспоминать, и 40 лет назад, когда городу было 350 лет, городу присвоили, наградили орден Трудового Красного Знамени. И вот, по-моему, за 40 лет это первый такой, мы будем говорить, награда или что-то, событие федерального уровня для Якутска. Поэтому нельзя его как-то просто пропустить вот на уровне газет, поздравлений и телевидения. Ну вот, говоря про работу колоссальную, которая была сделана, уже вкратце сказали, вообще можно подробнее рассказать, что нужно было сделать, чтобы получить? Да, тут были такие нюансы, что нам нужно было найти максимально большое количество награжденных в городе Якутске в то время войны, то есть это трудовые подвиги. Поэтому мы проводили большую работу в архиве нашем национальном по Дзержинского. И когда мы вот на ИКТ.ру выложили в своем сайте десятки фамилий, конкретно имена, фамилии, за что награжденных. В общем-то, вы знаете, всплеск был такой, вот особенно у родственников. Я говорю, в том числе я увидел фамилию своей тети, да, высоких, Александра Измайловна была награждена. Конечно, это было вот для их детей, внуков, это таким, ну, будем так говорить, реальным каким-то поощрением, что ли. И многие, кто не нашел своих родственников в этом списке, начали тоже там искать. И второе было важно, вот по какому-то должно быть предприятие или воинская часть тоже награждена быть. Все мы знаем Алсиб, который квартировался, будем так, это в Якутске, был штаб Алсиба, но это была секретная миссия, поэтому, чтобы найти какие-то данные, мы делали запрос в архив вооруженных сил, и вот когда мы от них получили вот этот документ о том, что этот полк был тоже награжден Красным Знаменем, то мы уже... И потом еще нам надо было собрать несколько тысяч подписей от горожан, которые, ну, хотели бы, будем так говорить, присоединиться к этому вот. И мы тоже были, и волонтеры стояли и на улице, и по предприятиям мы ходили. То есть это такая была, на самом деле, не работа, будем так, в кабинете, это была масштабная работа. Поэтому то, что мы сделали, я считаю, что это очень такой большой и плодотворный труд. А вот сколько времени потребовалось на... Ну, где-то, по-моему, от 3 до 5 месяцев, я сейчас точно не помню. Сначала была идея создания Парка Победы, вот все вы уже знаете, да, что потихонечку он начинает так обретать свои какие-то очертания, правда, там с растениями еще не все хорошо, на парк он пока не похож, но я думаю, что это дело времени, и вот, в общем-то, инициатор тоже, в том числе, большой поддержка была со стороны мэрии, то есть от Светланы Владимировны, поэтому я считаю, что ее присутствие на таком мероприятии было бы замечательно. Андрей Анатольевич, благодарим вас за внимание, за то, что проснулись сегодня и Спасибо. Эту прекрасную дату, да, события. На самом деле это большое событие для города Якутска. Я думаю, что они должны пройти просто вот тихо и незаметно. Я думаю, помимо благодарности за то, что пришли, можно поблагодарить за вот эту работу, которая была проделана, и в том числе поблагодарить всех тех и горожан, кто к ней присоединялся и приближал этот день. Да. Спасибо, отличного дня. Спасибо. Ну, а далее мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами. Доброе утро, вы смотрите новости. Мобилизованные добровольцы могут оставить заявление о задержке в предоставлении положенных им мер поддержки на портале Госуслуг. Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через госуслуги. Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение 7 дней. Чтобы направить обращение, нужно зайти на госуслуги под своей учетной записью, проверить данные, указать, в каком регионе мобилизовали военнослужащего, в сообщение писать свою проблему и отправить обращение. Единый координационный центр республики в Москве за первый месяц работы сформировал территориальные опорные пункты в нескольких регионах страны для связи с военнослужащими. Опорные пункты сформированы ближе к местам боевых действий. Они развернуты в Донецкой Народной Республике, Республике Крым и в Ростове. Это позволяет быстрее реагировать на запросы бойцов, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения в зоне СВО.
В Арктическом агротехнологическом университете проходят Николаевские чтения. Мероприятие приурочено к 85-летию первого президента республики Михаила Николаева. Участники обсудили пути развития сельского хозяйства на 4 стратегических сессиях. Говорили о работе агрошкол, профподготовке будущих специалистов. Также речь шла и о концепции создания образцового хозяйства в селе Качекацы Кангаласского улуса. Далее затронули вопросы стратегии и перспектив развития агротехнологий и лесного комплекса. Сельского хозяйства Российской Федерации инициировала федеральный проект «Аграрная наука. Шаг в развитии сельского хозяйства». Здесь идет основной момент – это создание агробиотехнопарка. Вот. У нас имеется база для этого. В Актемском филиале мы могли бы организовать совместно с нашей региональной властью вот такой агробиотехнопарк. В селе Хатасы готовятся к премьере спектакля по мотивам Аланхо Сергея Зверева. Ранее по этому произведению еще ни разу не ставили постановку, поэтому жители тщательно к этому готовились. Режиссер Евдокия Семенова специально ездила в Сунтарский улус, где в музее Сергея Зверева хранилась рукопись его Аланхо. Также для постановки специально заказали костюмы героев в швейном цехе театра Аланхо, а музыкальные национальные инструменты готовили в Горном улусе семья Махначевских. Некоторые атрибуты спектакля сделаны руками Дома детского творчества «Сетим». В постановке задействовано более 120 жителей села. Премьера состоится 27 ноября. Участвуют непрофессиональные актеры, простые жители нашего населения. И большую помощь нам оказывает театр Аланхо под руководством Марии Васильевны Турантаевой. Костюмы, реквизиты, правильная постановка голоса для пения таюка. Репетиции идут полным ходом. Премьера у нас намечена на 27 ноября. 2 спектакля в 14 и 17 часов. Это «Утро Якутии». На календаре 18 ноября, пятница. Мы продолжаем. В Якутии готовятся оказать максимальную помощь раненым бойцам, которые возвращаются с линии соприкосновения. Для этого команда республиканских медиков прилетела в Москву. Главная задача делегации – общение с ранеными и обмен опытом со специалистами военных госпиталей. Подробности узнаем у Максима Кардоза. У делегации якутских врачей в Москве время расписано по минутам. За пару дней они должны объездить всех раненых земляков, которые находятся сейчас в столице. Сегодня по плану визит в госпиталь имени Вишневского. Здесь проходит лечение 5 бойцов-якутян. За все время только одного нерюнгринца встретила. В основном ребята были с Якутска, с Алдана, с района. Всем якутянам привет, особенно городу Нерюнгри привет большой. Привет коллективу с моей бывшей работы, родителям моим и семье, друзьям, товарищам. Спасибо за поддержку, что пишете, поддерживаете. Николай Петров побывал не в одной горячей точке. Служил в Чечне, Дагестане. Когда началась спецоперация, четко решил – поедет на Украину. Записался в добровольческий отряд «Барс-2». В конце сентября он попал под обстрел, был серьезно ранен. Но боевой дух Николая никуда не исчез. Поддерживать его помогают и волонтеры. Девочки стряпают пирожки, оладушки, блинчики. Вот это все приносят нам. Поначалу, когда приехали, мы как-то одиноко казалось. Что никого у тебя тут... у меня есть, конечно, родственники, но некоторые, кто приезжает, у них нету родственников. Им, конечно, тяжело. А вот волонтеры молодцы. Вот они привезли нам продуктовые корзинки вот эти вот. Все якутское, местное привозят, рыбу привозят нашу. Да, очень хорошо работает. С каждым таким бойцом общаются якутские врачи, изучают истории болезни. Их главная задача – составить план по оказанию необходимого медицинского сопровождения этих парней, когда они уже вернутся в Якутию. Специалисты понимают, что во время реабилитации и после нее за ранеными нужен мониторинг. Нельзя оставлять людей один на один с проблемами. Наша основная задача – узнать характер повреждения травм, как они получены, какая степень, потом консультация с лечащими врачами и в последующем возможность выработки, правильной выработки и реабилитации этих больных. Травма у них военная – это
комбинированные травмы, сложные травмы, очень психоэмоциональное повреждение. И вот мы хотим правильную тактику провести, найти именно адресную помощь, чтобы он вошел в нормальное русло. Якутские врачи после Москвы отправятся в госпитали Петербурга, а дальше поедут в Ростов-на-Дону, где тоже проходят лечение наши бойцы. И уже с полным перечнем всех необходимых данных специалисты вернутся в Якутск, чтобы начать работу по качественному сопровождению раненых. Конечно, да. Ну, хорошие условия, комфортные. Ну, этот парень вообще молодец, конечно. Максим Кардозу, Джордж Березкин, Москва. Желаем скорейшего выздоровления нашим бойцам и скорейшего возвращения на родину. Ну, я вообще считаю таких людей примером, как бы эталоном патриотизма в какой-то степени. А говоря вообще про патриотизм, вот воспитание патриотических чувств — это одно из направлений работы дошкольных образовательных учреждений, потому что тем более это особенно актуально в современных условиях, когда происходят многочисленные изменения в жизни общества. И давайте узнаем, как ведется патриотическое воспитание в детских садах города Якутска. Шли матрешки по дорожке, было их немножечко. 2 матрешки, 3 матрешки и еще матрешечка. Песни, частушки и народное творчество продемонстрировали дети, родители и воспитатели детского сада «Колокольчик» города Якутска. Ярмарка, конкурс народных промыслов «Златоглавая Россия. Многоликая страна» – только одно из мероприятий, проводимых по теме нравственно-патриотического воспитания дошкольников. В годовом плане дошкольного образовательного учреждения красной строкой проходит нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Запланировано и частично уже проведены мероприятия. Например, выставка детских работ. Проведены мероприятия к празднику Дню народного единства. Запланирован брейринг. Запланирована встреча с сотрудником Национальной библиотеки и Национального музея истории города Якутска. Якутские украшения, берестяная утварь, жестовская роспись, гжель, история матрешек, дымковская игрушка. И многое сделано своими руками. К этому мероприятию готовились все. И дети, и наши родители, и, конечно же, наши сотрудники. Посмотрите, какими интересными изделиями народного прикладного творчества богата эта выставка. Многие изделия сделаны своими руками. Мы и раньше знакомили с народным промыслами наших воспитанников, и в дальнейшем планируем тоже знакомить их. К мероприятию подошли ответственно и серьезно. В качестве жюри были приглашены директор детской художественной школы Николай Птицын, народный умелец и автор книг Таяна Никифорова и член Союза художников России Михаил Слепцов. Отличилась младшая группа «Пчелка», у которой все работы были выполнены собственноручно. Мы представляем работу, именно филимоновскую игрушку. Работа очень такая интересная, но кропотливая, многоэтапная. Мы все зажглись этой идеей. Каждая работа имеет своего юного автора. Да? И вот представляем, вот наши дети, которые на фотографии, это и есть наши юные авторы. Ребята справились очень даже успешно. Работа, она совместная, имеется в виду педагог, ребенок, родитель. Вот так празднично и познавательно прошла ярмарка народных промыслов, которая, мы уверены, послужит фундаментом для юных патриотов. Катерина Винокурова, Григорий Хлопков, Якутск. Ну а нам накануне пришло поздравление. Вчера не было возможности это прочитать в эфире, сегодня она появилась в виде свободного нескольких секунд. Пришло поздравление, которое мы хоть и с опозданием, но лучше поздно, чем никогда, как я люблю говорить, мы его зачитаем. Дорогая моя сватья Ольга Владимировна, с юбилеем тебя! Счастья, удачи во всех делах, крепкого здоровья и всего, чего желает душа. С наилучшими пожеланиями, твоя сватья Энджелина. Ой, как здорово. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Конечно. Да, тем более юбилей, его можно праздновать несколько дней. Да, его год можно праздновать, он уже год юбилейный. Да, юбилейный год. Да. Почему нет? Ну а завтракаем мы обычно очень быстро. Да, времени не хватает. Но, тем не менее, быстрая еда не может быть
полезно и вкусно, и как ты думаешь? Ну, я думаю, может. Все в этом мире возможно. Тем более, если это ленивая овсянка. Уникальный здоровый завтрак мгновенно приготавливается. Вам даже не придется подходить к плите, что самое интересное. Нужно просто все взять, смешать, такую солянку сделать, скажем так, оставить в банке в холодильнике на ночь, а с утра у вас получится удивительный завтрак, который понравится даже тем, кто совсем не любит кашу. Ленивая овсянка в банке – это не только ппшно, как мы говорим в современном мире, но и вкусно. Доброе утро, меня зовут Андрей Мустяца, я шеф-повар ресторана «Шпинат и мясо». И сегодня мы с вами приготовим завтрак «Ленивая овсянка». И это как раз тот завтрак, который можно приготовить с вечера, а точнее даже нужно. Ну что, приступим к приготовлению. Для этого нам понадобится чернослив, мед, любая ягода, которую вы только любите. У меня замороженная брусника. Овсяные хлопья, мята для украшения, клубника, йогурт и банан. Для этого завтрака лучше подойдет йогурт с минимальным количеством жира. У меня 1%. В первую очередь измельчим чернослив. Он у меня предварительно запаренный. Нарезаем его такой соломочкой небольшой. Буквально несколько штук. Все, чернослив порезали, убираем в сторонку. И начинаем собирать. В первую очередь на дно нашего стакана наливаем часть йогурта. Затем пару ложек овсяных хлопьев. Добавляем чернослив. Так, нарежем еще банан. Так, добавляем банан. Затем добавляем, в моем случае, бруснику или любую вашу любимую ягоду. 1 чайную ложку меда. Затем добавляем еще часть йогурта. Всыпаем остатки овсяных хлопьев, банан, чернослив, немного ягоды и заливаем остатками йогурта. Так чем же полезна овсяная крупа? Какие компоненты входят в ее состав? Какую пользу они приносят для улучшения внешности и самочувствия? Овсяная крупа богата белком, линолевой кислотой, витаминами группы А, В, С и ПП, а также минералами. Итак, наша ленивая овсянка готова. Осталось ее убрать только на ночь в холодильник и утром наслаждаться замечательным завтраком. Приятного аппетита! Что ж, приятного аппетита всем, кто завтракает. Ты часто завтракаешь овсянкой? Я овсянкой, на самом деле, был период в моей жизни, когда я овсянку ел каждый день, и несмотря на то, что я не люблю, она мне очень нравилась. Обычно классически приготовленная. А как ты еще поддерживаешь себя в форме? Я? Как можно по мне заметить, никак? Ну, не ходишь в бассейн, например? Нет, я хочу пойти в бассейн, да, тем более, открою тайну, недавно относительно я научился более-менее полноценно плавать, поэтому вот я сейчас стремлюсь попасть в бассейн, нужно только время, чтобы... Научился в цать лет, да? В цать лет, что мне скрывать, в 31. К слову, почему мы об этом заговорили? В плавательном бассейне Чолбон прошел открытый республиканский турнир по плаванию памяти заслуженного тренера Ивана Усова. Турнир проводится в целях выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды республики Саха-Якутия. На традиционном республиканском турнире памяти Юрия Усова 203 участника по возрастным группам 9 и старше 15 лет из школ плавания Мирного, Нерюнгри, Уснера, специализированных детско-юношеских спортивных школ города Якутска, Чолбон, Самородок, Долгун и поселка Жатай разыгрывали 129 комплектов медалей. Юные пловцы были заинтересованы участием в турнире, старались порадовать своих мам и пап, бабушек и дедушек хорошими выступлениями. И тренера были довольны результатами воспитанников,
и результаты действительно впечатляли. Почти все участники своей дистанции заканчивали юношескими и спортивными разрядами. Девочки 10-11 лет и мальчики 13-14 лет являются будущими участниками игр «Дети Азии», которые в 2024 году будут проходить в городе Якутске. Поэтому ответственность для них была вдвойне большая. Заканчивали дистанции нормативами второго спортивного разряда. Много золотых медалей завоевали воспитанники бассейна «Чолбон». Сама предложила папе заниматься спортом. Я хотела заниматься плаванием. Когда мы ехали на речку, он меня всегда тренировал и учил плавать. И потом я перешла на плавание, как я и хотела. Меня взяли, но потом наш тренер Михаил Михайлович, он ушел, и меня перешла Гринь. И благодаря ей я выполнила первый взрослый и кандидат в мастера спорта. Садика, 6 лет. Я занимаюсь 6 лет плаванием профессиональным. И плавание нравится? Да, плавание очень нравится. Это помогает мышцам. Все мышцы работают. И еще организм укрепляется очень хорошо. Ведущие пловцы республики, мастера спорта, чемпион России Антон Тищенко, в острой конкуренции закончивший 50 метров брасом первым, бронзовый призер 7-х игр «Дети Азии» во Владивостоке Владислав Адасько, новоиспеченный мастер спорта, выигравший 200 метров вольным стилем Алексей Лапшин, стали украшением турнира. В неделю будет выезд на чемпионат России, то есть игры дружбы, которые их так назвали, а потом резерв России. Это как первенство, только объединили 2 группы. Плавание – это для меня жизнь. Я без плавания жить не могу, потому я ради плавания просыпаюсь, ради плавания ем, ради плавания сплю, ради плавания отдыхаю. Пытаюсь в плавании добиться чего-то, не знаю, успехов больших. Для меня плавание – это большая, огромная жизнь. Воспитанники школы плавания «Чолбон» Максим Подорбинкас, Александр Васильев, Екатерина Николаевская, Давид Еремеев, Владимир Алексеев, Анна Смирнова, Маргарита Верещагина, Диана Маковеева, Антон Кондаков, Рустам Таранов показали нормативы первого спортивного разряда. Определились победители и в эстафетных заплывах. Тренерский штаб под руководством Олега Витальевича Лапшина идет намеченным курсом. Результатами, да, я очень довольна. У нас в этом году буквально 1 мастер спорта и 5 кандидатов в мастера спорта за год, за этот. И результаты растут. Итоги турнира памяти Юрия Ивановича Усова обнадеживают на будущие успехи юных пловцов. Турнир памяти Усова является отборочным на всероссийские соревнования юности России в городе Казань и этапом подготовки к играм «Дети Азии» в Якутске. Для новостей телевидения НВК «Саха» Василий Посельский. Согласись, мотивируют же ребята, да? Ну, на самом деле очень похвально вот это стремление, этот молодой человек, который прям плаванием, говорит, живет. И обычно да, и спит ради этого. Из таких людей могут и чемпионы превратиться, они могут в чемпионов, и да, не потому сомневаюсь. Что живут этим. Ну а сегодня в нашей рубрике «Музейный гид» мы расскажем об известной художнице Наталье Гончаровой. Марина Цветаева писала о ней. Вся Гончарова в 2 словах: дар и труд. Гончарова работала во всех направлениях, которых в то время было немало. Революции в обществе и в искусстве, как правило, имеют свойство синхронизироваться. Российская история тому подтверждение. Рубеж 19-20 столетия принято в России называть Серебряным веком. Серебряный век, он многолик, многообразен. И это было второе дыхание культуры в России. Тогда на небосклоне зажглись такие великие звезды художников, поэтов, литераторов. И это было разнообразное художественное течение, импрессионизм, фавизм, абстракция. И вот одна из таких звездочек – это была художница Наталья Гончарова. Она дружила с Мариной Цветаевой. И когда Марина Цветаева только познакомилась с ней, она вопрошала: а та ли это Наталья Гончарова, жена великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина?
Но эта Наталья Гончарова, она внучатая племянница жены поэта. И они дружили. Наталья Гончарова была очень яркой женщиной, красивой, тонкой, жизнерадостной. Недаром Марина Цветаева всегда о ней говорила, что такой вот образец умной женщины. И здесь у нас на выставке представлена ее работа, такая яркая, которая называется «Осенний букет», написанная в 1908 году. Но эта работа, она как автопортрет художницы. Она представляет, какой была художница, вот такой яркой, жизнерадостной, солнечной. Наталья Гончарова увлекалась фавизмом, это означает в переводе «дикий». И, кстати, ее называли в России первой русской амазонкой авангарда. Таким она была новатором. Но по прошествии каких-то лет Гончарова говорила, что вот история России, вот именно художественная, да, намного глубже, несомненно, глубже и ярче, чем то, что я знаю на Западе. А Марина Цветаева определяла ее, вот этот, ее труд как труд и дар, дар и труд. И еще интересный факт, что сама художница писала стихи. Труд и труд, как вчера, труд и труд, как всегда, безысходный труд и подвальный, и от детских слез до последнего вздоха предсмертного все ему отдано. Книги хранятся в библиотеке, документы в архиве. А где же хранятся, интересно, старые видеозаписи, казалось бы? Наш коллега Руслан Ачиров познакомит вас с работой Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Летом этого года я разбирал старый гараж и обнаружил там очень старые кинопленки. Сейчас даже кассеты ВХС сложно просмотреть, что уж говорить о пленках, для просмотра которых нужен кинопроектор. По надписям на защитных контейнерах я понял, что это пленки 70-х годов, и снимал на них мой дедушка Дадоскинов Степан Егорович. И там могут находиться ценные видеозаписи. С целью узнать, что находится на пленках, а также передать их в архив на государственное хранение, я обратился в Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. У нас есть пленка. Я особо в ней не разбираюсь, но здесь разного вида. Есть аудио, по-моему, пленка, в том числе и кинопленка. Мы сейчас вот эти кинопленки примем по расписку, оформим. Давайте. Ага. Друзья, первым делом все материалы, которые поступают в этот центр, они регистрируются, да? Да. Регистрируются, и затем уже с ними идет дальнейшая работа. После регистрации пленка приводится в порядок. Очищается, увлажняется, реставрируется и только после этого передается следующему специалисту. Оцифрованные копии далее просматривают для определения ценности видеоматериала. Делятся они на 3 вида – ценные, особо ценные и уникальные. Здесь, как вы видите, вот похожие коробочки, которые я принес, да, здесь находится внутри кинопленка, различные ценные кадры, исторические съемки, в общем, все, что несет ценность для истории нашей республики. И здесь поддерживается определенная температура и влажность, и периодически каждая пленка, она также перематывается, увлажняется, чистится. В общем, все это содержится всегда в надлежащем виде, чтобы как можно дольше сохранить ее вот в таком первозданном состоянии. В центре имеется несколько хранилищ. Оригиналы пленок хранятся с соблюдением температурного режима и влажности. Их цифровые копии хранятся на DVD-дисках, и именно с ними работают те сотрудники или посетители, которым нужно просмотреть тот или иной видеоматериал. То же самое касается и аудиоматериалов. Их также оцифровывают и при необходимости работают над качеством звука. Мне же предоставилась уникальная возможность заправить кинопленку в кинопроектор и стать свидетелем оживления картинок, которые были записаны 50 лет назад. Так, и крутим. Так, держи. Держу. Так, потихоньку пусти. Это как сцепление? Ага, да, пусти. Потихоньку опускаем. Пусти, ага. И все. Вау. Пошло.
Ничего себе. Смотрите. С 11 по 27 ноября в онлайн-формате на портале экодиктант.рус и на офлайн-площадках в регионах пройдет всероссийский экологический диктант. Это ежегодный проект о повышении уровня экологической грамотности, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний. Да, и подробнее об этом мы поговорим с гостем нашим. Владислав Велигура у нас в гостях, заместитель руководителя департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Республики. Утро. Доброе утро. Вот. Министерство является региональным оператором проведения этого диктанта. Как вообще Якутия работает в этом направлении сегодня? Так, если кратко рассказывать про диктант, сам диктант проводится по всей России 4-й год. Якутия участвует в 3-й год. Получается, с 2020 года мы активно в эту работу включились. И сейчас, получается, не только Министерство экологии, но также наши партнеры, это Министерство образования, это школы, общеобразовательные организации, они сейчас активно регистрируют свои офлайн-площадки для проведения у себя на местах именно самого экологического диктанта, потому что не секрет, конечно, что не во всех у нас населенных пунктах устойчивый интернет. И сам сайт, он иногда время от времени бывает, что из-за большого наплыва участников немножко подвисает. Да, поэтому офлайн-площадки именно становятся тем способом именно донесения информации до участников. И как вы уже упомянули, экодиктант.рус сайт уже работает 4-й год. Он поддержан Советом Федерации, в данном случае, Российской Федерации, при поддержке компании «Мегафон». И все заинтересованные партнеры, Минприроды Российской Федерации, Минпросвещения, все активно настроены на то, чтобы как можно больше участников ежегодно было в данном экодиктанте. Если говорить про участников именно по цифрам, если в первый год, в 2020 году у нас было чуть более 10 тысяч участников, а в прошлом году у нас уже 23 тысячи участников, получается, в этом году мы думаем, что свой же рекорд мы должны обязательно побить, поэтому активно призываю всех принимать участие. Тем более время дано в этом году как можно больше, с 11 по 27 ноября. Больше 2 недель. Да. Интересно, какого плана вопросы, это вопросы с вариантами ответов, в каком формате это все проходит? Скорее всего, это, конечно, немножко в тестовом варианте, Делится как-то на детей, на взрослых? Да, если вы будете регистрироваться на самом сайте экодиктант.рус, вы увидите, что вам предложат несколько категорий. Это именно категории для подрастающего поколения и для населения, которое не обладает какими-то профессиональными навыками, и вопросы, которые уже направлены именно на профессиональное сообщество экологов, которые владеют и знанием каких-то нормативных актов, законов, владеют какой-то методикой. Поэтому именно в данном случае именно определить победителей по своим категориям. И, конечно же, как и во всех таких соревновательных диктантах, есть победители, которые набирают максимальное количество баллов. И очень радует, что у нас в Якутии, по итогам, опять же, прошлого года, очень много победителей, которые получили диплом первой степени. Те, кто зарегистрировались онлайн, им приходит на электронную почту, которую они указали при регистрации на сайте экодиктант.рус. Это у нас произойдет немножко позже, это не сразу выдается, как в некоторых диктантах, потому что это связано с тем, что необходимо собрать работы с офлайн-площадок и донести их до федерального оргкомитета. Да, требуется время. Да, требуется время. Но говоря про офлайн-площадки, вы сказали, что вы уже сказали о том, что они, в принципе, ориентированы на тех, где труднодоступные для связи населенные пункты. А допустим, взять Якутск. В Якутске есть офлайн-площадка? В Якутске есть офлайн-площадки, там тоже организации сами регистрируются, они, получается, прямо на сайте можно
если у вас есть желание подать заявку и стать оператором по проведению офлайн-площадки именно в вашем населенном пункте. Ну, у нас в городе Якутске, само министерство, мы проводим 24 ноября офлайн-площадку. У нас там будет подведение итогов республиканской акции «Природа и мы» в здании у нашего партнера «Россия. Моя история» на Уткина 5. И 24-го мы, получается, вместе с участниками вот этого закрытия будем проводить свою площадку офлайн по экодиктанту. А еще какие-то до конца года планируются мероприятия по линии Минэкологии? Ну, сейчас вот таких массовых природоохранных акций в силу того, что у нас уже свои климатические условия, конечно, уже как бы завершились, да, но до конца года у нас еще будут несколько мероприятий. Они, конечно, будут у нас проходить в формате онлайн, и у нас обычно в конце года всегда проводится, ну, завершающий такой неделя Министерства экологии, годичное совещание, как мы его называем. И в рамках этого годичного совещания у нас будут тоже свои мероприятия по направлению именно экопросвещения. Ну, оно, конечно, больше будет направлено на ребят, учащихся общеобразовательных организаций. Поэтому следите за нашими анонсами на наших на сайте, да, и в наших социальных сетях. Владислав, ну, возвращаясь к теме экодиктанта, да, пройдя его, через какое время можно узнать о своих результатах? Проходили ли вы сами показывает этот диктант? Обязательно. Каждый год, как показывает практика, да, все результаты, они уже будут известны до 15 декабря. Ну, где-то чуть раньше, там, на день, на два. То есть не сразу? Не сразу, потому что, как я до этого уже упомянул, это все связано с тем, что... С офлайн-площадок? Да, с офлайн-площадок собрать и проверить все материалы. А вы сами написали уже? Нет, я жду свою офлайн-площадку, которая вот пройдет в «России. Моя история». Вживую написать? Да, ну, те года я, конечно, участвовал онлайн, поэтому... Ну, вот в прошлом году просто вот интересно, с какими результатами в прошлом году? Ну, у меня было чуть больше 90 баллов, поэтому... А стоит максимальное? Стоит максимальное, да. Поэтому я думаю, что неплохо. Спасибо вам огромное. Приглашаем якутян принять участие активное в экодиктанте. Экодиктант.рус. Ну, обязательно зарегистрируйтесь для начала. Да. Да и, в принципе, по возможности лучше проходить на онлайн-площадке, потому что это удобнее. Да. Как в принципе, как еще по-другому-то, да. Вот. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. В эфире новости. Доброе утро. Совет Федерации одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации. Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования. Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении боевых задач. В СВФУ в честь Всемирного дня философии прошла научно-практическая конференция «Диалог согласия» в память профессоров СВФУ Михайловых. Участники конференции обсудили актуальные вопросы современного общества в контексте философии согласия и философии труда Виктора и Тамары Михайловых. Профессоры Виктор Данилович и Тамара Михайловна – доктора философских наук, выдающиеся ученые, педагоги, общественные деятели, которые оставили большое наследие в сфере как своих научных исследований, так и в педагогической деятельности. Дискуссии по теоретическому обобщению педагогического наследия профессоров Михайловых позволят выйти на актуальные темы о современных задачах образования в России. Работы именитых и начинающих художников сплелись воедино. В Национальном художественном музее открылась уникальная выставка под названием «Живая Арктика». Интересна она масштабом и тем, что представляет сразу несколько жанров. Организаторы не стали идти по обычному пути и представили одновременно работы и именитых профессионалов, имеющих звание и известных далеко за пределами республики, и молодых художников, имена которых, несомненно, еще не раз прозвучат. В экспозиции представлены более 100 работ, живописные полотна, графика и декоративно-прикладное искусство. Каждый автор на экспертный совет представил от 2 до 5 работ. Вы представляете вот работу экспертного совета, да, как им было сложно выбрать работу, во-первых, по критериям качества, во-вторых, по критериям соответствия заявленной теме «Живая Арктика». Еще работа экспертного совета усложнялась тем, что мы в первый раз видели работы молодых авторов, и должны были понять, в чем их качество, оценить их и верно выбрать из их представленных работ.
Долгожданная премьера кукольного спектакля по мотивам эпоса «Аланхо» состоялась в детском саду «Прометейчик». Уже несколько лет детский сад тесно дружит с театром «Аланхо», и артисты и режиссер театра всегда с удовольствием ставят спектакли для воспитанников. Изучение истории и культуры родного края является одной из главных задач, которые перед собой ставят педагоги дошкольного учреждения. И подобное сотрудничество между садиком и театром вносит большой вклад в развитие детей. Тем более, когда инициативу поддерживают и родители, а дети с большим удовольствием наблюдают за героями на сцене. В образовательной программе нашего детского сада, в части программы воспитания, мы всегда уделяем большое внимание сохранению языков и родной культуры наших детишек. И планомерно проводятся систематические занятия по педагогике Аланхо, использованию технологий педагогики Аланхо, проводится прослушивание аудиозаписей, сказок народных, того же самого Аланхо. На этом все. Хорошего дня. Ну вот он, долгожданный момент. На самом который деле, Паша очень ждал. Катя, ты тоже? Я же знаю. Мы на самом деле, да, тяжело достаточно просыпаться каждое утро. Мы с Пашей просыпаемся там в 4, в 5, да. Спим мало, но тем не менее нас радует быть в этой студии, желать вам доброго утра, делиться чем-то полезным. И верить, что наше совместное пробуждение вместе с вами, оно дарит вам, конечно, заряд, самое главное, радости на весь день. Всю эту неделю вместе с вами были мы, Екатерина Винокурова, Павел Танин. Будем скучать. Увидимся с вами уже скоро. Ну а в понедельник снова включайте в 7 часов утра телеканалы Якутия-24, НВК Саха и встречайте новый день, новую прекрасную неделю вместе с нашими коллегами. Да. Хорошего вам дня. Радости, улыбки до конца сегодняшнего дня и, конечно же, отличных выходных мы вам хотим пожелать. Ну а прямо сейчас, по нашей пятничной традиции, мы, конечно же, эфир закончим чем? Правильно, музыкой.